Здравствуйте, в эфире новости спорта. Московский «Спартак» на своем поле потерпел поражение от португальской «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1-2. В составе победителей дубль оформил Рикарду Орта. Единственный мяч красно-белых забил Зелимхан Бакаев. Напомню, первая игра, прошедшая неделю назад, завершилась также победой португальского коллектива со счетом 1-0. Благодаря этому успеху «Браги» в этом двухматчевом противостоянии Португалия сократила отставание от России, занимающей 6-ю позицию, а в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь разница между странами составляет 667 тысячных балла. Напомню, что 6-я строчка в данном рейтинге позволяет заявлять 6 клубов в Еврокубке. Своих соперников по групповой стадии Лиги Европы «Брага» узнает по итогам жеребьевки, которая пройдет этой ночью в Монако. Накануне в Монако состоялась жеребьевка другого турнира УЕФА Лиги чемпионов. В основной стадии самого престижного клубного турнира Старого Света участие примут две российские команды – Санкт-Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Действующий чемпион страны по итогам жеребьевки попал в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом». Матч первого тура «Зенит» проведет на выезде против «Лиона» 17 сентября. Железнодорожники выступят в квартете D. С ними борьбу за выход в плей-офф турнира будут вести испанские «Атлетико», немецкий «Байер» и итальянский «Ювентус». В первом матче подопечные Юрия Семина сыграет с «Байером». Встреча пройдет 18 сентября в Ливеркузене. УЕФА назвала лучших футболистов Лиги чемпионов прошлого сезона. Лучшим голкипером был признан страж ворот действующего победителя турнира английского Ливерпуля Алисон Беккер. Бразильский вратарь в прошлом сезоне Лиги чемпионов провел 13 матчей, в которых пропустил 12 мячей. 6 встреч Алисон отстоял на 0. Его одноклубник Вирджил ван Дейк был назван лучшим защитником. В активе голландца 12 матчей, в которых он забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Лучшим полузащитником был признан Фрэнки де Йонг, выступавший в прошлом сезоне за Аякс. Голландец принял участие в 11 матчах и дошел до полуфинала турнира, однако результативными действиями не отметился. Звание лучшего нападающего было присвоено лидеру Барселоны Лионелю Месси. Аргентинец в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов отметился 12 результативными ударами, став лучшим бомбардиром турнира. Индивидуальные и командные награды оспорят и якутские футболисты. В эту субботу на стадионе Туймада пройдут игры заключительного 9-го тура чемпионата Якутска среди команд высшей лиги. Центральным матчем соревновательного дня, безусловно, станет встреча между футбольными клубами «Арктика» и «Союзавто», по итогам которой будет решена судьба чемпионского титула. Обе команды перед последней игрой турнира лидируют в турнирной таблице, набрав по 21 очко. Встреча стартует в эту субботу в 14:00. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3-0. Российские волейболистки заняли второе место в группе D, набрав 13 очков. Возглавила группу сборная Германии, в активе которой 14 баллов. На стадии 1/8 финала россиянки встретятся с соперницами из Бельгии, вышедшими на эту стадию с 3-й позиции группы B. Наши волейболистки являются 6-кратными победительницами турнира. Также на их счету 3 медали бронзового отлива. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжим следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.